Вы работали в Кыргызско-российском фонде. Вокруг него ходило очень много мифов, да? Но, на мой взгляд, там были очень завышенные требования к заявкам. Но вы там работали. Скажите, что вам удалось там сделать? Как вы там работали? Это был уникальный и есть на сегодняшний день уникальный шанс привлечения прямых иностранных инвестиций без нагрузки на бюджет. То есть, имея этот фонд, можно создавать такие проекты, по сути, направив все средства фонда на создание таких проектов, которые привлекали бы деньги сами по себе, не как страна, а как проект, который интересен. В мире очень много денег, причем с отрицательной ставкой порой. Вот в Европе, посмотрите, очень много экспортных банков, которые хотят поддержать своих производителей. А нам нужны технологии и длинные деньги. Для сравнения, если Кыргызстан напрямую будет под проекты, кыргызская компания привлекать там из-за рубежа деньги, это будет им стоить 14% годовых. Почему? Риски страновые большие. Есть такой Дамадаран, он индийский ученый. Он разработал специальные там инвестиционные, там рассчитываются риски. Да, и согласно вот Дамадарана, риски Кыргызстана 14-15% годовых. Это страновые риски, потому что нестабильная Центральная Азия и так далее, и так далее. Представляете, да, чем надо заниматься предприятию, чтобы окупить это? Для сравнения, за рубежом ставка 1,5-0,5% годовых для иностранной компании. И поэтому мы этим должны были воспользоваться. И основной стратегией фонда, как института, мы видели, что привлечь, не раздать просто деньги, во-первых, создать проекты и привлечь под эти создаваемые проекты деньги иностранных инвесторов. Причем к нам привлекали бы их производители оборудования. Хотите продать свое оборудование нам? Привлекайте еще деньги, длинные деньги с рынка европейских стран. Да? Таким образом мы получали бы дешевые длинные деньги, получали бы технологии. Поэтому вот в этом ракурсе мы выстраивали стратегию фонда.